Сегодня полуторагодовалый Осмон Замиров наконец поедет домой, в село Кызылтуу. Почти месяц он провел в 3-й детской больнице. Большую часть этого времени в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние малыша резко ухудшилось после введения плановых прививок против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита Б и полиомиелита. И виной тому, как говорит мама Осмона, вовсе не состав вакцин, а халатное отношение семейного врача Сукулукской поликлиники, которая сделала прививки, несмотря на то, что ребенок имел недолеченную болезнь. 14-го нам прививку делали. В то время мальчик кашлял у меня. Я говорила вам, что мальчик у меня кашляет. Он послушала, да. Ну, потом она говорила, разрешение давала, можете прививку получить. 15-го после обеда он не мог ходить, уже температура, слабость уже начался у него. Я педиатру позвонила, и говорит она у меня, ничего страшного, каждый ребенок так может эту прививку, может это делать. С тех пор, как Осмон попал в больницу, врачам не единожды пришлось собирать консилиумы, чтобы поставить ребенку точный диагноз. Подозревали вторичный энцефалит и менингит, а дальнейшие анализы показали, что у мальчика до прививки был гайморит и отит. Выписали же ребенка с отеком головного мозга и комой 2-й степени. Теперь ему предстоит длительная реабилитация. Он поступил в крайне тяжелом состоянии, при коме. И из анамнеза наши специалисты выяснили, что за 2 дня до поступления ребенок получал вакцину. Сейчас сказать очень трудно, что связано ли это с вакциной или нет. Поэтому я думаю, что на этот вопрос должны ответить специалисты, должна быть создана комиссия. По правилам, если есть подозрение на осложнение от вакцины, врачи обязаны поставить в известность специалистов Республиканского центра иммунопрофилактики. Что они и сделали. Оказалось, что вакцины ребенку сделали с опозданием почти в полгода. Причиной тому родители называют смену места жительства. Пока ребенок болел и его переводили с учета из одной поликлиники в другую, ушло драгоценное время. Когда исполнилось 1 год, он должен получать прививки. Понимаете, они каким-то образом вышли из календаря профилактической прививки. Возможно, здесь Центр семейной медицины более недооценка состояния. Может быть, какое-то совпадение, каким простудным, может, заболеванием ребенок заболел. Поэтому в таком состоянии ребенок поступает. Наши, значит, врачи проводят эпидрасследование. До 18 мая мы дадим заключение, связаны, не связаны. После заключения экспертизы передадут в Минздрав, где создадут еще одну комиссию, которая будет разбираться в том, кто виноват в случившемся. Процедура эта займет от 2 недель до месяца. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС.